Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на уроке Родиноведения. Тема урока – орехово-плодовые леса. Сегодня на уроке подробно познакомимся с орехово-плодовыми лесами Кыргызстана. Узнаем об истории и пользе грецкого ореха. Научимся беречь и охранять природу родного края. Наш Кыргызстан – чудесный край родной. Здесь все красиво, все цветет весной. Здесь все вокруг свежо и зелено, когда на улице июль, когда тепло. В роскошном золоте купается земля, когда приходит к нам осенняя пора. И белым снегом, заморозив все, зима старушка бьется к нам в окно. Природный мир богат у нас в краю. Природный мир красив, словно в раю. Среди лесных массивов нашей республики одним из ценнейших является массив уникальных орехово-плодовых лесов, расположенный в Джалабадской и Ошской областях на западных и юго-западных склонах Ферганского и Чактальского хребтов, горной системы Тянь-Шаня. Орехово-плодовый лес – этот редкий по красоте уголок нашей республики представляет собой своеобразный природный ботанический сад, где на десятках тысяч гектаров произрастают ценнейшие виды деревьев и кустарников. Из 182 произрастающих здесь представителей древесно-кустарниковой растительности наибольшую ценность имеют орех грецкий, фисташка, миндаль, груша, яблоня. Разнообразные формы дикой сливы, алычи, боярышник, барбарис, черемуха, разные виды шиповника. Грецкий орех – научное латинское название Юнглас регия, орех королевский. Это не только приятный вкус, не только компонент восточных сладостей. Это один из самых калорийных продуктов на земле. Питательность грецких орехов в 3 раза превышает питательность хлеба и в 10 раз коровьего молока. А ведь кроме плодов ценится древесина, прочная, упругая, устойчивая против гниения. Есть и еще один, самый уникальный и дорогостоящий продукт ореховых лесов. Это ореховый кап, представляющий особый нарост на стволе дерева. Главным образом в комлевой части дерева. Древесина капа растет в 1,5–3 раза быстрее обычной. Гораздо тяжелее и тверже ее. Настолько тверже, что служит материалом не только для мелких столярных работ, но и для токарных изделий. Кап образуется не только на ореховых, но и на любых лиственных растениях. Но особенно ценится ореховый, достигая 2 метров в диаметре, имеющий на срезах красивый рисунок. Кроме Средней Азии, кап вырастает только в редких местах Закавказья. О ценности капа свидетельствует уже тот факт: на международном рынке стоимость 1 грамма равна стоимости грамма серебра. По размерам, занимаемой территории и красоте орехово-плодовые леса Джалабадской и Ошской областей являются единственными в мире. В зоне орехово-плодовых лесов обитают многочисленные представители фауны: косуля,
медведь, кабан, снежный барс, козерог, рысь, дикобраз, волк, лисица, заяц, сурок. Множество охотничьих, промысловых и певчих птиц. Глубоководные озера Сарычий Лек, Каракуль и другие, и протекающие реки Кара-Унгур, Нарын заселены чешуйчатым османом и маринкой. В орехово-плодовых лесах обитают представители, занесенные в Красную книгу Кыргызской республики. Из зверей тиньшанский бурый медведь, снежный барс, манул, тиньшанский горный баран, сурок, красный волк, среднеазиатская выдра. Из птиц змееед, бородач-кумай, балабан, белогрудый голубь. В самой лесистой области Кыргызстана, Джалалабадской, расположен самый известный в Центральной Азии орехово-плодовый лес – Арсланбобский заповедник. Здешняя ореховая роща стала одной из туристических визитных карточек страны. С Арсланбобом связано много легенд. Жители Ферганской долины, которая еще 1000 лет назад была со всех сторон окружена густыми ореховыми лесами, убеждены, что родина грецких орехов находится именно здесь. Началось все с Александра Македонского. Он со своими войсками остановился в лесах Арсланбоба. Ныне это юг Кыргызстана, а точнее Джалалабадская область. Обессиленные солдаты плохо себя чувствовали. Местные жители отпаивали их специальным отваром из орехов и тем самым победили недуг. Известный полководец решил взять с собой чудодейственное дерево в Грецию. Так и оказался кыргызский орех на чужбине. Когда деревьев там выросло очень много, никому и в голову не пришло рассказать, откуда вообще взялись орехи. Так и стали они грецкими. В греческой мифологии грецкий орех был символом мудрости. Греки и римляне посвящали его Зевсу, богу света, небес и погоды. Плоды орехового дерева считались благочестивой пищей из-за его мягкого ядра, которое скрывается за твердой оболочкой. Грецкий орех был символом того, что скрывается за внешностью. В старину наволочку набивали листьями грецкого ореха. Это помогало предотвратить ночные кошмары. Ветви орехового дерева развешивались вокруг дома для предотвращения ударов молнии. В европейских странах давно считалось, что грецкий орех защищает от ведьм и злых духов. Ведьма не могла больше двигаться, если ей под стул или под колени клали грецкие орехи. Арсланбобский заповедник знаменит реликтовыми орехово-плодовыми лесами, занимающими 608,5 тысяч гектаров. В них растет больше 120 видов древесных и кустарниковых пород. Из них около 40 лесообразующие, определяющие внешний облик леса. Такие леса охраняются государством. Чрезмерная заготовка высококачественной ореховой древесины привела к истощению и уменьшению площади орехово-плодовых лесов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению орехово-плодовых лесов. Ежегодно в лесах высаживается около
1100 гектаров лесных орехово-плодовых культур. Известно, что в орехово-плодовых лесах преобладают старые и перестойные деревья, которые подлежат замене. Для восстановления орехово-плодовых лесов республики необходимо создать благоприятные предпосылки. Большой вред лесам наносят болезни и вредители. В годы с благоприятными для размножения вредителей условиями резко увеличиваются масштабы наносимого ими ущерба. Важно своевременно выявить очаги их размножения и провести борьбу всеми известными методами. Для борьбы с вредителями лесных растений полезно привлечь насекомоядных птиц. Они могут регулировать численность насекомых, не допуская их массового размножения. Для привлечения птиц создают благоприятные для них условия, развешивают искусственные гнездовья, подкармливают. Среди мер по охране лесов важное значение имеет борьба с пожарами. Пожары наносят большой урон, уничтожая растения, охотничьи-промысловых животных и другое. Основная причина пожаров – небрежное обращение человека с огнем, незатушенные костры, горящие спички, окурки. Большую опасность для возникновения пожаров представляют сельскохозяйственные палы, огневая очистка лесосек, пламя и искры из выхлопных труб тракторов и автомашин. До 97% лесных пожаров возникает по вине человека. В лесных районах существует дозорно-сторожевая служба для обнаружения очагов пожара. При ликвидации лесных пожаров используют авиационные бригады. Иногда на борьбу с пожарами мобилизуют воинские части и все население. Ребята, а что вы можете сделать для охраны природы? Конечно, не уничтожать растения и животных, на природе не разводить костры, не разбрасывать мусор. Это строки поэта Евгения Евтушенко. Берегите эти земли, эти воды, даже малую былиночку любя. Берегите всех зверей внутри природы, убивайте лишь зверей внутри себя. Наш урок подошел к концу. Ответьте на вопросы. О чем мы говорили на уроке? Что самое главное вы можете выделить из всего сказанного сегодня? О чем бы хотели рассказать? Какими знаниями поделиться? А я прощаюсь с вами. До свидания, до новых встреч.